Здравствуйте, в эфире передача «Авторивьера». Сегодня в нашей программе в рубрике «Гость за рулем» актер Абхазского государственного драматического театра Адгур Малия. Далее мы подготовили материал о пешеходных переходах, и в заключение смотрите подборку видеороликов с авторегистраторов. Генеральным спонсором программы «Авторивьера» является компания сотовой связи «Амобайл». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях актер Государственного абхазского драматического театра Адгур Малия. Адгур, добрый день! Добрый день! Доводилось ли тебе смотреть нашу передачу? Если да, то как ты относишься к той тематике, которую мы представляем в нашей передаче? Смотрел, честно говоря, на самом деле приятное впечатление от этой передачи. И когда меня попросили поучаствовать, я с удовольствием согласился. Тогда мы воспользуемся моментом. У тебя есть кое-какие дела по городу, да? В городе. И мы с тобой тогда прокатимся и пообщаемся еще чуть подольше, да? Ничего против не имею. Все, тогда мы поехали. Так, что ж, нужно для начала пристегнуться, после чего можем трогаться. Вообще, как ты относишься? Это наша безопасность. Я вижу, что тут не часто ремень работает, он такой даже плесенью покрылся, Адгур. Да. Видимо, не все пассажиры, да, пользуются? Да. И водители. Что за машина? Как давно на ней ты ездишь? Машина Mercedes, что называется, С класса. Цешка, как у нас, да, да, говорят? Цешка у нас говорят. Езжу я. У меня до этого были другие машины. Я ее приобрел года 3 тому назад. Машина такая для наших дорог очень надежная, прочная. Она необычная какая-то. Я смотрю, и по тюнингу, внутреннему, внешнему, какие-то детали. Переходной на лопаты, и объем бампера там отличаются от других цешек. Объем 2,2. Расход каков? Скажем, где-то литров 10 на 100 километров. Литров 10. Там нормально. По трассе. Достаточно. Как говорится, перейдем на другую тему, на твою профессиональную деятельность. Ты актер Абхазского государственного драматического театра. И только или еще где-то работаешь, еще каким-то театром? Работаю только в театре в Абхазском драматическом. Но отдельные проекты. Иногда помогаю комитету по делам молодежи и спорту городскому. Отдельные проекты, они мне предлагают поучаствовать, я с удовольствием соглашаюсь и реализовываю. Недавно, например, молодежь изъявила желание реконструкцию войны, боя сделать ко Дню Победы, да, на фуникулере. На фуникулере. Я подключился, сценарий, режиссура, организация этого дела. Как так жизнь сложилась, что ты стал актером? Я вообще родился в семье, у меня отец был балетмейстером, в семье творческая семья. В детстве я бывало даже, уходя со школы, я танцевал, после школы, в 3 ансамблях. То есть отец везде хотел, чтобы я в его ансамбле. Он не ленился, он ездил, детский ансамбль создавал там в интернате, в 10-й школе. Мог поехать в Паквач, это в Васильчевском районе. В 8-летней школе он организовал ансамбль. В Фуктолах. Я тоже все думали, стану танцором, хореографом, но я и на скрипку ходил в детстве. Был подростком, когда в театр, это первый раз я пришел, впечатление осталось. Потом в 10 классе я там уже учеником самостоятельно какие-то театральные постановочки небольшие участвовал сам, организовывал и так далее. И одноклассники все
всегда говорили, что ты актером будешь. Где ты учился актерскому мастерству? Ну, в тот период, честно говоря, у нас все выпускники это Тбилисского театрального вуза. Планировал закончить, поработаю 2-3 года в театре. Потом поеду на режиссерский поступать и так далее. Но в силу того, что произошло у нас в 92 году, естественно, все эти планы. И отец умер во время войны, и все, и как бы там вообще начинал свою театральную карьеру в русском драматическом театре. Режиссером был тогда Адгур Пове, он предложил мне роль сразу там. У меня и главная роль была, и как бы, ну, как говорят, я влился в коллектив, и как бы у меня так все нормально. Успели даже на российскую войну мы поехать на гастроли. А потом в 92-м, естественно, уже боевые действия. Что касается боевых действий, ты говорил, когда началась война, тебе пришлось, как и всем, взяться за оружие, да? Не было ни оружия, ничего, готовы мы защищать. Но со временем Деви Камугович организовал бригаду. Когда узнали, что я служил в артиллерии, и какое-то короткое время меня даже назначили замначальником минометного дивизиона. Но это было очень недолго. Сформировали бригаду, и Камугович создал тогда, он назывался Гудаутский военный гарнизон. Гарнизон, который прошел всю войну, ни одно наступление не пропустил, и да, помогали. Поставленные задачи выполнял перед... Да, потому что, честно говоря, эта война, для того, кто помнит, да, в сознании все перевернуло, и я ожидал, что мы можем когда-нибудь вернуться. Но, знаешь, как неожиданно для меня это было, когда режиссер театра Адгур Пове нашел меня. Он предложил вернуться, надо было создавать, это русский театр, где все актеры в основном, все были приезжие, то есть с России, там с Питера были актеры, с Украины, с Харькова у нас был актер, да. Раз война началась, мы все были в отпуску, они, естественно, уже после военного времени вернулись. И мы начали создавать заново театр, то есть театр это в первую очередь актеры. Буквально мне на 2 минуты. Хорошо. Да, я там кое-что мне надо доделать, и мы поедем дальше. Оба театра на ремонте, да. Но мы в Абхазском театре, например, ни разу не прекращали репетиции, везде идет ремонт, но нам выделили там каморку, где мы сумели поставить новый спектакль. Бешеные деньги по Островскому. Мы уже возили его на фестиваль 2 раза. 1 раз в Майкопе и второй фестиваль был во Владикавказе. И вот сейчас мы занимаемся репертуаром. Вот даже сегодня 2 спектакля мы отрепетировали. То есть, которые давно не игрались. Мы сейчас их восстанавливаем, вспоминаем и так далее. Ну, работа идет. Об актерском мастерстве, верю, не верю, мы уже с тобой поговорили вроде бы. Как ты относишься к уровню вождения наших водителей? Невнимательные, рискуют лишний раз. Да, сколько раз приходилось наблюдать, как на перекрестке вроде безобидная ситуация, происходит авария. Происходит потому, что один думает, что он сейчас на желтый, на светофоре завершит там маневр и
XP, начинает набирать скорость. Тот думает, что этот еще далеко, и как раз уже мой желтый там назревает, начинает трогаться. А машина, которая на скорости, она через секунду появляется, и как бы здесь вообще вот скорость в городе поднимать это нехорошо, потому что везде могут быть препятствия, ты не сможешь. Надо уважать, да, в первую очередь уважать других водителей. Тогда, конечно, меньше будет всяких этих. А как с этим бороться? Какой бы ты совет дал бы нам бы всем? Есть ли против этого какое-то лекарство, скажем так? Как вот воспитывать? Вроде бы воспитываем. Воспитывать с юного времени, я так думаю, детей. Еще детей воспитывать, да, с юношества. Пример, наверное, тоже нужно, да, подавать все как бы, да? Надо с детства воспитывать, что ребенок не должен у меня ключи красть, садиться в машину, там, заниматься самодеятельностью. Со мной, пожалуйста, но без меня, я думаю, что не стоит. Ну и совет, может быть, какой-нибудь дашь всем водителям, начинающим, опытным. Я думаю, совет как... В конце концов, машина же это не просто роскошь, где ты вот катаешься целый день. Это необходимость, это вот, на самом деле, столько проблем я на своей машине решаю, по работе и так далее, что... Вот наша доблестная ГАИ. Надо было сутись. День добрый. Добрый день. ГАИ города как Очень приятно. Здравствуйте. Конечно. Удачи. Спасибо. Как ты считаешь, помогают ли эти рейды в борьбе с нарушителями правил дорожного движения? Ну, по крайней мере, напрягают. Не позволяют... Ну да, такое. Не позволяют... Оценка дана хорошая, напрягают, да. Какую-то роль играют все-таки, конечно. Да. Ты играешь не только в театре, но и в кино. Где тебе приходилось принимать участие, в каких кинолентах? Ну, знаешь как, у меня единственная одна роль была в этом «Олимпиус Инферно». В основном основные роли это эпизоды. Я, кроме того, что снимаюсь, я еще помогаю всячески подбором и актеров и так далее. Как бы мне доверяют киностудии. Сейчас очень много приезжают с Мосфильма, почти каждый год. За лето по 2-3 киностудии приезжают, снимают здесь кино и как бы подключают меня. И, снимался в «Олимпиусе», роль была у меня в эпизодах. Качеству дорог какую ты оценку бы дал? Ну, в городе Сухуми, конечно, особенно в районе рынка, там, даже Палакоба, вот сейчас, вот после последних дождей у нас, вот я вижу, асфальт разбитый. Есть места, да, которые можно вспомнить. Даже Палакоба, это вроде центр, да. Я уже не говорю там, старое название Багратиони улицы сейчас. В районе военкомата. То есть работать есть над чем, конечно, да. То есть дорога... В городе Сухуми в ужасном состоянии. По Джонуа. Джону это центр считается тоже города. По Джону ужасная дорога. Невозможно ездить. Ну, будем надеяться, что все это будет исправлено. Мы вернулись к драмтеатру, подъезжаем. Адгур, спасибо большое. Я зрителям нашим напомню, что у нас в гостях сегодня был актер Абхазского государственного драматического театра Адгур Малия. Адгур, спасибо тебе большое за участие в нашей программе. Мы будем надеяться, что еще раз встретимся и в рамках нашей передачи. Ну и в общем так.
Вот. И поскорее, когда сделают ремонт в вашем театре, мы придем к вам уже в гости. Приглашаем. Вот. Желаем вам удачи тоже. Спасибо. Все, обязательно. Тема рубрики «Пешеходные переходы». Сейчас мы на практике наглядно покажем, какова ситуация на пешеходных переходах. Что здесь представляет наибольшую опасность. Рассмотрим это на конкретных примерах. Здесь разговор надо начать с того, что скорость движения в населенных пунктах не должна превышать 60 км в час. Это мировая практика. Определенно, что при этой скорости водитель может справиться с любой возникшей экстренной ситуацией, а также сможет корректно пропустить пешехода на переходе. На конкретных участках могут стоять и иные знаки ограничения скорости. Напомним вам, что правила дорожного движения гласят, при повороте направо и налево, как на нерегулируемом, так и регулируемом перекрестке, если только там нет отдельной ячейки для пешеходов, водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, переходящих проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Если перед пешеходным переходом транспортное средство замедлило движение или остановилось, то водители других транспортных средств, движущихся в данном направлении, могут продолжать движение, лишь убедившись, что там нет пешеходов. Знакомая картина, когда водитель виртуозно объезжает пешехода на пешеходном переходе или подъезжает слишком близко к идущим, сигналит, создавая тем самым нервозную атмосферу. Наиболее вежливо водители уступают дорогу пешеходам, это в центре города. Здесь на проезжую часть нанесена яркая разметка, которая лучше акцентирует внимание водителя. А сейчас мы проезжаем, на мой взгляд, самый сложный и неудобный участок дороги в столице для пешеходов именно. Привокзальная площадь, улица, проходящая перед железнодорожным вокзалом. Сейчас мы остановимся и подробнее попытаемся разобраться в этой ситуации. С левой стороны расположена остановка для общественного транспорта. Люди, выходя из автобусов, из троллейбусов, направляются в сторону железнодорожного и автовокзалов. Они должны перейти дорогу. Многие из них ориентируются по установленному здесь светофору. Однако они не знают, что этот светофор регулирует только движение автотранспорта. И пешеходный переход здесь вовсе не предусмотрен. На протяжении достаточно длинного участка дороги нет ни одного пешеходного перехода. Хоть в светофоре одинаково горели бы. Нет, там 15 секунд горит зеленый, а здесь красный. А люди отсюда, когда идут, думают красный, а отсюда... Мы как раз именно это и снимаем. То, что как бы здесь вообще нет пешеходного перехода, люди здесь вообще не должны переходить. Или надо... Да. Или нужно пешеходный переход делать. Здесь стоило бы установить указатели, направляющие к подземному переходу. А сейчас мы стоим у подземного перехода, соединяющего эту стороны улицы с вокзальной площадью. Судя по всему, этот подземный переход находится в запущенном состоянии, и им мало кто пользуется. Выше подземного перехода расположен знак до пешеходного перехода, однако на самой дороге отсутствует зебра. Плюс здесь очень интенсивное движение автотранспорта, и люди попросту боятся переходить дорогу именно здесь. Поэтому переходит кто как может. К
сожалению, практически все подземные переходы в Абхазии сегодня в подобном же состоянии. Эти дорогостоящие сооружения требуют капитального ремонта. Конкретно по этому участку дороги мы консультировались в управлении ГАИ города. И нас проинформировали, что в данный период они занимаются обустройством этого перехода. И пока иного перехода, кроме подземного, здесь не предусмотрено. А знак наземного пешеходного перехода, который здесь неуместен, сотрудники автоинспекции уже демонтировали, так как он дезориентировал. Резюмируя эту тему, главное, на что хочется обратить внимание всех участников движения, это и водителей и пешеходов, проявлять больше взаимоуважения на дорогах. На этом наша передача подходит к концу. Напоминаем вам, что генеральным спонсором программы «Авторивера» является компания сотовой связи А-Мобайл. А теперь смотрите обещанную нами подборку видеороликов с авторегистраторов. Смотрите и делайте выводы. Творческий коллектив программы «Авторивера» желает вам счастливого пути.